Добрый день, дорогие друзья! Сыктывкарский государственный университет имени Петирима Сорокина начинает цикл лекций, посвященных финансовой грамотности. Меня зовут Ирина Николаевна Швецова, кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономики и финансов. В рамках нашего цикла лекций мы рассмотрим вопросы, касающиеся нормативной базы финансовой грамотности, семейного бюджета, ипотеки, налогообложения, а также многие другие вопросы, которые интересны для каждого из нас. И наша сегодняшняя первая лекция будет посвящена как раз нормативно-правовой базе. Следует сказать, что нормативно-правовая база по финансовой грамотности в России очень обширная и проработанная. На федеральном уровне разработана стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. Она утверждена распоряжением правительства Российской Федерации еще в сентябре 2017 года. В соответствии с данной стратегией разработан план мероприятий «Дорожная карта» по реализации стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. И данный план мероприятий утвержден Банком России и Министерством финансов в 2020 году, утвержден в 2017 году и последней редакции 2020 года. На уровне каждого субъекта Российской Федерации разработаны региональные программы повышения финансовой грамотности, и такая программа разработана и в нашем регионе, в Республике Коми. На уровне муниципалитетов также разработаны программы повышения финансовой грамотности, и в частности в муниципальном образовании города Сыктывкар утверждена программа повышения финансовой грамотности на 2019-2023 годы. Финансовая грамотность в соответствии со стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации – это результат процесса финансового образования, который определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового благосостояния. Финансовая грамотность, с учетом того определения, которое мы увидели в стратегии повышения финансовой грамотности, это некоторая совокупность определенных знаний, умений и навыков, которые мы должны применять в своей повседневной жизни для того, чтобы сберегать те доходы, которые у нас есть, и грамотно распоряжаться нашими заработками. Стратегия повышения финансовой грамотности четко определяет перечень умений, которыми должен обладать финансово грамотный гражданин, а именно финансово грамотный гражданин должен следить за состоянием личных финансов, планировать свои доходы и расходы, формировать долгосрочные сбережения и финансовую подушку безопасности для непредвиденных обстоятельств, иметь представление о том, как искать и использовать необходимую финансовую информацию, рационально выбирать финансовые услуги, жить посредством, избегая несоразмерных доходам, долгов и неплатежей по ним, знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг, быть способным распознавать признаки финансового мошенничества, знать о рисках на рынке финансовых услуг, знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика, вести финансовую подготовку к жизни на пенсии. Соответственно, исходя из этого перечня, мы можем четко определить, какие знания должны быть у каждого из нас. То есть мы должны знать, какие у нас есть активы и пассивы, и как, соответственно, оптимально ими распоряжаться. Кроме того, у нас должно быть знание о том, какие у нас права потребителя финансовых услуг и куда обращаться в случае их нарушения. Кроме того, конечно, у нас должно быть представление и знание о том, какие есть финансовые продукты, финансовые услуги на финансовых рынках. И, кроме того, конечно же, обязательно мы должны знать признаки финансовых мошенничеств на финансовых рынках и понимать, как не попасть в финансовую ловушку. Что мы должны уметь с вами? Мы должны уметь определять свои жизненные финансовые цели, собирать и анализировать информацию о финансовых продуктах, оценивать риски и опасности финансового рынка, выбирать оптимальные финансовые продукты и услуги. И, соответственно, что мы на практике делаем? То есть рекомендуется всегда, конечно, тратить меньше, чем мы зарабатываем, действовать по принципу «сэкономил, значит заработал», вести учет и планирование доходов и расходов, своевременно выполнять свои финансовые обязательства, если у нас речь идет о том, что мы получили кредит в банке, следить за изменениями на финансовом рынке, пользоваться страховыми услугами и, конечно же, копить на достойную старость.
Наши все лекции по финансовой грамотности, и сегодняшняя лекция, в том числе и будущие лекции, подготовлены с использованием материалов Университета Банка России и справочно-правовой системы «Консультант Плюс». И если какие-либо вопросы дополнительные возникают, то вы всегда можете обратиться ко мне по электронной почте. На этом все по первой лекции. Спасибо за внимание.